Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в режиме онлайн. Мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Сегодня 69-й день героического сопротивления Украины, украинского народа российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Это наш номер телефона. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Если вам есть что сказать, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. А также не забывайте ставить лайки. Я же рада представить гостя, который присоединяється к нашому ефіру. Це Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції «Слуга народу», заступниця голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики, заступниця голови постійної делегації у ПАРЕ. Пані Євгенія, вітаємо вас. Селям алейкум. Слава Україні. Добрый вечер. Героям слава. Сегодня состоялось заседание Верховной Рады Украины, на котором впервые за последние 69 дней выступил с обращением к парламенту президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал вас народными депутатами великой страны. Что вы чувствовали в этот момент? Как вам выступление президента? Ну, звичайно, що було приємно побачити Володимира Зеленського в залі, не тільки звернення, які транслюються онлайн. І ви знаєте, ну, і в Бориса Джонсона, і в Володимира Зеленського був один основний меседж, що Україна неодмінно переможе. І кожен має виконувати свою роботу, працювати на своєму місці. Хтось воює, хтось пече хліб, хтось лікує людей, а хтось приймає закони. І тільки так може виграти ціла країна. Ну, действительно, сегодня выступал в том числе и Борис Джонсон, который объявил о очередном пакете военной помощи Украине. Сказал, что победа обязательно будет за Украиной. Что предусматривает эта помощь очередная от Британии? Ну, я не можу говорити за британських партнерів, але ми вже бачимо, що ситуація з вибором зброї, вона змінилася на не тільки та, яка переносна, легка, але й на важке озброєння, на наступальне озброєння. І це зараз найважливіше, щоб не тільки отримати, навчитися, як ним користуватися, але й використовувати його в бою і відвоювати наші території. Бо ну, коли ми пояснювали партнерам, що немає вже різниці між захисною і наступальною зброєю, бо ми працюємо, ми воюємо тільки на своїй території, тому нам потрібна ця важка зброя, щоб відвоювати свою територію. Тому ми розраховуємо на артилерію, на МЛРС-системи для того, щоб звільнити тимчасово окуповані території. Ну а есть ли у нас понимание, когда в Украину прибудет наступательное вооружение, в результате чего мы можем провести успешную контрнаступательную операцию и деоккупировать наши территории? Дивіться, розмови в телевізійних ефірах про типи зброї, коли вони приїжджають, куди вони приїжджають, кому вони будуть передаватись, не допомагають. Військові знають, як їм працювати і ну, як вони будуть планувати свої військові операції. Зрозуміло, що якби ця зброя до нас прийшла там місяць тому, то ну, ми б уже контратакували і звільняли територію. Але очевидно, що ну, це мав пройти цей процес. І, до речі, Володимир Зеленський говорив про це, що різні військові аналітики, воєнні там і розвідки, вони ж прогнозували, що Україна взагалі впаде, уряд втече, президент втече, Верховна Рада втече, але цього не те, що не відбулося, але й ми показали, що наша армія є дуже ну, спроможною, так? Вона є мотивованою. І оцей міф про другу найсильнішу армію в світі, він просто розрушився. Ну, с боку Российской Федерации, маю на увазі. Да, я почему задаю этот вопрос, потому что Россия же к 9 мая хотела существенно где-то продвинуться и представить это как свою победу, ну, в том числе на Донбассе, да, полностью выйти на административные границы Донбасса, Мариуполь захватить, там, южную часть, что у нее не получилось. Вот что нас ждет, на ваш взгляд, вот в ближайшие 2 недели, в особенности после 9 мая?
Ви знаєте, я точно не буду гадати на кавовій гущі, що буде після 9 травня. Я вірю в наші збройні сили. О, в нас повітряна тривога в Києві. Є розуміння, що наші військові і стримують наступ, і планують контратаки. Але очевидно, що це питання цього місяця, коли підійде наступальна зброя від партнерів. Я перепрошую, але я думаю, що нам треба перерватися. Да, я понимаю. Дякую вам дуже, пані Евгения. Спасибо вам большое, что нашли время, подключились к нам в эфир. Воздушная тревога в Киеве, в столице. Евгения Кравчук, народный депутат Украины, фракции «Слуга народу», глава, заступниця голови фракції «Слуга народу», заступниця голови комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики і заступниця голови постійної делегації Парламентської асамблеї Ради Європи була з нами на прямому зв'язку. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Несмотря ни на что, мы продолжаем наши эфиры с столицы, с Киева. Вы можете всегда к нам позвонить в студию по Вайберу абсолютно бесплатно, +38 67 63 46 130, а также можете присоединиться по скайпу atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, если вам есть что сказать, нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Не забывайте ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Ну а среди последних новостей хотелось бы отметить, что 156 гражданских лиц, эвакуированных 1 мая с территории завода «Азовстали» в Мариуполе, прибыли в Запорожье. Об этом сообщает корреспондент «Украинской правды», координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Аснат Лубрани. Пишет следующее. С облегчением подтверждаю, что операция по безопасному проходу из Мариуполя успешно завершена. Думаю о всех тех, кто остался в окружении в городе. Мы будем делать все возможное, чтобы им помочь. Конец цитаты. Лубрани рассказала, что ехала в автобусах вместе с мариупольцами, которых удалось успешно вывести из Мариуполя 1 мая. Люди рассказали ей детали пребывания в бункерах «Азовстали», которые Лубрани сравнили с адом. В Запорожье прибыло 156 человек на 5 эвакуационных автобусах. Эвакуированные мариупольцы рассказали журналистам, что 2 мая автобусы ждали проверки оккупантов в Мангуш-Плиз Мариуполя. Около 8 утра 3 мая колонна двинулась в направлении Запорожья. В Запорожье их непосредственно встречали волонтеры, сотрудники международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций и вице-премьер-министра Ирина Верещук, а также министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Эвакуированным предоставили питьевую воду и надлежащее питание, говорится в сообщении. Я напомню, что 1 мая при содействии Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода «Азовсталь» в Мариуполе. По состоянию на 2 мая колонна с эвакуированными находилась где-то в пути между Мариуполем и Запорожьем. Их там задерживали российские оккупанты. И утром 3 мая началась эвакуация гражданских из других районов Мариуполя. Ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что из 14 автобусов, которые должны были эвакуировать мариупольцев из других районов города на территорию подконтрольной Украине, доехали лишь только 3. Ну а в Мариуполе, к сожалению, продолжает критической оставаться ситуация. Там российские оккупанты продолжают бомбить промышленную зону Азовстали. И сегодня в результате массированных авиабомбардировок территории завода российскими оккупантами около 10 человек были ранены, а также погибли 2 женщины. По состоянию на 16:15 мощный штурм завода продолжался. Об этом сообщает полк Азов на видео, обнародованном 3 мая защитниками комбината. Мужчина рассказывает о последствиях российских бомбардировок и сообщает, что из-под завалов удалось достать тела 2 женщин, сообщает «Украинская правда». Я даже вам покажу
опубликованные Азовом фотографии в их телеграм-канале. Я напомню, что совсем недавно в эфире телеканала АТР представители полка Азов призвали Турецкую Республику помочь с эвакуацией раненых военных и гражданских. Их там порядка 500, которые продолжают оставаться на территории промзоны и на территории завода «Азовсталь» и нуждаются в немедленной эвакуации. С каждым днем ситуация с ранеными гражданскими и военными ухудшается. У защитников Мариуполя, к сожалению, не остается уже медикаментов и обезболивающего, а также нет абсолютно никакой возможности медикам, находящимся там, проводить какие-либо сложные операции. Поэтому обращаются в том числе президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, а также ко всему международному сообществу для того, чтобы те помогли с эвакуацией людей из Мариуполя. В частности, призывают применить операцию «Экстракшн» по аналогу операции в Дюнкерке в 1940 году. Я напомню, тогда британские и французские военные находились в блокаде в городе Дюнкерк, и тогда Адольф Гитлер отдал приказ своим военным не приближаться к военным, которые находятся в блокаде, ближе, чем на 10 километров. И тогда по морю удалось эвакуировать тысячи военных. И в своей знаменитой речи премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль тогда назвал это чудом, то, что произошло в Дюнкерке. И сегодня защитники Мариуполя также призывают мир, международное сообщество и, в частности, Турецкую Республику, которая также проводила успешные эвакуационные операции, в том числе и в Сирии, помочь с эвакуацией людей из Мариуполя. А мы, я так понимаю, ждем подключения Виктора Ягуна, генерала-майора СБУ, заступника голови СБУ України в 2014-2015 роках. Но, я так понимаю, у нас небольшие технические неполадки, и мы не можем пока организовать соединение. Ну а тем временем хотелось бы отметить, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в российской армии распространяется информация, что боевые действия в Украине могут продолжаться до сентября этого года, сентября 2022, сообщает ГУРМО Украины. Цитирую, среди военных армий оккупанта распространяется информация, что срок так называемой специальной военной операции, конечно же в кавычках, определен до сентября 2022 года. Тем временем, по данным украинских разведчиков, Российская Федерация готовится властвовать на оккупированных украинских землях. Так, Россия рассматривает возможность включения захваченных территорий юга Украины в состав временно оккупированного Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство. То есть фактически Россия запланировала инкорпорацию южной части материковой Украины, которую им временно удалось захватить после 24 февраля 2022 в состав Российской Федерации. Разработки соответствующего плана со сроком минимум до 2030 года объявил 1 мая советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, так называемый советник главы Крыма. И 1 мая Евгенический новый глава Горсовета, опять же в кавычках, Андрей Клочко организовал торжественное поднятие флага России. Правда, горожане проигнорировали этот праздник от россиян. Я напомню, что в Херсоне, в Херсонской области, во временно оккупированных районах Херсонской области украинцы систематически выходят на акции протеста, на митинги, скандируют, что Херсон – это Украина, Мелитополь – это Украина, Каховка, Новая Каховка – это Украина. Их не пугают российские танки, российские военные, российское вооружение. Люди все равно продолжают выходить и просто снимать те флаги, развешенные российскими оккупантами на зданиях городских администраций. Ряд частных предприятий Ростовской области России получили заказ на, кстати, изготовление печатей и штампов для оккупационных администраций Мариуполя. В число учреждений, которые получат новые атрибуты, входят учебные
заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения, хотя большинство из них разрушены российскими войсками. На заказанных штампах и печатях содержится надпись, цитирую, «Россия, Республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация». Россияне также анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться и для оккупированного Херсона. На сегодняшний день в Мариуполе оккупанты проводят большую уборку, ищут и уничтожают тела убитых. В городе с 15 апреля работают 3 мобильных крематория. Очевидно, как сообщают украинские военно-политические аналитики, россияне готовятся к возможному проведению парада к 9 мая. В Харькове также остается критическая ситуация. Там сегодня российские оккупанты обстреляли центральную часть Харькова. Обстрелы вызвали пожар в центральной части города. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Харьковской области. Цитирую. 3 мая около 13:15 в результате вражеских обстрелов произошло несколько пожаров в центральной части города Харькова. Горели гаражи, объекты торговли, а также деревянные конструкции детских аттракционов на территории городского парка. Конец цитаты. Спасатели сообщают, что пожар удалось ликвидировать в 14:27. По предварительным данным, одна женщина получила осколочные ранения в Харьковском направлении. Россия продолжает свои бомбардировки, а тем временем сегодня Верховная Рада Украины запретила деятельность пророссийских партий в нашей стране. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк. Он рассказал, что законопроект 7172.1 о запрете деятельности пророссийских партий был принят на заседании во вторник. В целом за это проголосовало 330 народных депутатов Украины. Позже на сайте Верховной Рады появилось сообщение, что законопроект был принят в целом. Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк пояснила, что принятым законом предусматривается запрет партии и их программные цели или действия, направленные на оправдание, признание, правомерное отрицание вооруженной агрессии против Украины, в том числе путем предоставления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего конфликта, гражданской войны, отрицание временной оккупационной части территории Украины, но здесь сразу под этот пункт попадает партия ОПЗЖ. Далее, глорификация, оправдание действий и бездействий лиц, совершавших или совершающих вооруженную агрессию против Украины, представителей вооруженных формирований Российской Федерации, других незаконных вооруженных формирований, банд, групп наемников, созданных или подчиненных, или управляемых, или финансируемых Россией, а также представителей оккупационной администрации России, в том числе путем их определение как повстанцы, в кавычках, ополченцы, в кавычках, и вежливые люди. Я напомню, что в марте Совет национальной безопасности и обороны приостановил деятельность в Украине партий, имеющих связи с Российской Федерацией. Так, я так понимаю, что у нас пока нет соединения с Виктором Ягуном, генералом-майором СБУ, заступником голови СБУ України в 2014-2015 роках, а позже к нашему эфиру мы ожидаем соединения Юрия Рашкина, депутата окружных сборів округу Року в штате Висконсин. Поговорим с ним о помощи Соединенных Штатов Америки Украине, а также о недавно принятом законе Палаты представителей Соединенных Штатов Америки о ленд-лизе для Украины. Ну и, собственно, поговорим в целом о ситуации, как на 69-й день войны России против Украины и против всего свободного мира реагируют, смотрят в Соединенных Штатах Америки. Франция. По Франции есть новости. Там президент Французской Республики Эммануэль Макрон впервые за более чем месяц провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а месяц тому назад он ему звонил практически в неделю
3-4 раза практически каждый день. Об этом сегодня сообщил Елисейский дворец. Разговор, в котором говорилось об Украине, начался около полудня и длился более 2 часов, сообщают. Это первый разговор лидеров с 29 марта после появления информации о зверствах российских военных в пригородах Киева и после переизбрания Макрона на 2-й срок. Российская сторона уже сообщила, что Путин рассказывал о позиции России в переговорах с Украиной и уверял, что Россия якобы открыта к диалогу, несмотря на неготовность, в кавычках, Киева к серьезной работе. Издание напоминает, что в эту субботу Макрон говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. С декабря 2021 года по сей день Макрон говорил с Путиным, как я сказала выше, около 20 раз, из них 8 раз после 24 февраля до 3 мая этого года. Во время звонка 29 марта президент Франции пытался договориться об эвакуации мирных жителей из Мариуполя. К сожалению, успехом это тогда не увенчалось. И я напомню еще раз, что до сих пор, вот в эти минуты, в эти секунды, пока мы ведем с вами этот эфир, пока мы ведем этот эфир, к сожалению, там погибают наши защитники, граждане Украины, которые продолжают находиться на территории промзоны Азовсталь, и они нуждаются в немедленной эвакуации. Ну а как мне подсказывают наши редакторы, с нами сейчас на прямой связи військовий експерт Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю вас. Селям алейкум. Алейкум ассалям. Пане Алексею, вот только что я говорила про Мариуполь, про критическую ситуацию, которая, к сожалению, там продолжает сохраняться. Есть ли у нас шансы деблокады Мариуполя? Что делать с Мариуполем? Как вы видите спасение Мариуполя от российских фашистов? По оперативній обстановці, яка є у відкритому доступі, зараз з цього напрямку зняти мінімум 3 батальйони тактичної групи з напрямку Маріуполя. І вони перекидаються в район Попасне для того, щоб атакувати Лисичанськ, Северодонецьк та намагатись вийти до Слов'янська. Зараз ми всі знаємо, що до 9 травня у рашистів це сакральна дата, і вони хочуть якусь перемогу підлаштувати під цей день. Вони зрозуміли, що Азовсталь і повністю взяти Маріуполь вони не в змозі, тому вони будуть концентрувати свій наступ в іншому місті. Тому зараз це треба розмовляти вже з Залужним і з цим штабом, який планує ці операції. Теоретично і навіть практично є можливість пробити коридор до Маріуполя для того, щоб звільнити людей, наших військових, наших, хто там поранений, і тих цивільних людей, що там залишились. Ті зелені коридори під наглядом ООН і Червоного Хреста, вони працюють, але декілька десятків людей – це не є вирішення питання. Хоча там багато людей звітуються, наша міністерка звітується, що вони досягли чогось. Це досягнення, але це дуже мало для того, щоб це питання вирішити дійсно, як то кажуть, повністю. У нас силы есть, у нас достаточно сейчас на вооружение наступательного оружия для того, чтобы произвести деблокаду Мариуполя военным путем? Дякую, що ви сказали слово «зброя», а не слово «кількість людей». Ви знаєте, досі люди чомусь оперують кількістю особового складу, кількістю бійців, начебто це основне, що вирішує результат бою. Давайте для того, щоб було простіше, щоб було зрозуміліше, давайте уявимо, наприклад, військо фалангу, допустимо, військо Олександра Македонського і один взвод з кулеметом. Хто переможе? Звісно, переможе взвод з кулеметом. Хоча там дуже потужна армія і вони дуже гарно воювали. Тому не кількістю людей визначається можливість перемоги, а якістю зброї. Тому постійно, коли готувалися до війн, до Першої світової, до Другої світової, ті страни, які готували цю війну, вони намагалися використовувати найсучаснішу техніку, тому що це дає перевагу в бою. Зараз те, що нам поставляють наші партнери по
НАТО і по ЄС, ця зброя перевищує якістю зброю Російської Федерації. Тому навіть меншою кількістю людей ми в змозі дати не просто відсіч, а робити певні контрнаступальні дії, що ми вже на декількох, ну, де-не-де ми це робимо. Зараз зброя тільки поступає і її освоюють, як то кажуть, наші військові. Коли ми зможемо її вже фахово користуватися, то ми можемо навіть зупинитись не то, що в Москві, а десь на Дальньому Востокі, десь на Сахаліні. А сколько Тому нужно що время для подготовки? декілька тижнів. Дивіться, от ми мали виправити літак F-16. Це не найкращий літак, це не F-35, але він краще, ніж всі міги і сушки, які використовує Російська Федерація. Нашим льотчикам вистачило декілька днів для того, щоб просто політати. І зараз вони кажуть, тиждень, 10 днів від сили, наполегливих тренувань, і вони будуть літати на F-16 не гірше, ніж на тих літаках, на яких вони звикли. Там Су-29, Міг-29, навіть Су-35 і так далі. Тобто для цього багато часу не треба. Тим більше, що у нас, ми ж не, пробачте, бананова якась республіка, у нас фахові люди. У нас в Збройних силах зараз є не тільки ті люди, які в цих Збройних силах служать 10, 20 чи навіть більше років. Багато людей пішло після 2014 року. 14, 15, 16 рік. І зараз багато людей підтягнулися. Там є не просто фахівці, там є навіть не кандидати, а доктори наук, технічних наук. Там є дуже фахові люди. Це не якась, пробачте, російська гапада, яка краде труси та, от ви знаєте, смішно, вкрали електрочайники, але підставку забули взяти. Вони що, будуть ставити його на вогонь? Капець якийсь. Тобто в нас дуже багато людей, які мають технічну освіту, і для того, щоб використовувати цю техніку, не треба багато часу, але якийсь час потрібен. Він рахується тижнями, не роками і Ну а что может произойти за эти несколько недель? Потому что мы видим, что российские оккупанты сейчас зачищают территорию, они вывозят убитых просто с улиц, либо кремируют. Они туда привезли порядка 3 передвижных крематориев. Я так понимаю, что это все идет, вот та подготовка, о которой вы говорите, к 9 мая. Все же, что может измениться с их стороны за эти 2 недели? По-перше, з приводу крематоріїв, я думаю, що вони це роблять навмисно для того, щоб людей, які загинули, щоб не платити їм навіть ту невелику компенсацію, а вважати їх зниклими безвісті. А якщо ти зникли безвісті, то твоя родина компенсацію не отримує. Я думаю, що, ви знаєте, вони отримують, ми були під Києвом декілька тижнів тому, і там над Київським морем от їхні гелікоптери вилетали, робили декілька кол, випускали весь боєкомплект і тікали обратно в бік Чорнобиля. Ми ніяк не могли зрозуміти, що вони роблять, куди вони стріляють. Вони стріляють просто куди стріляли. А потім нам розказали розвідники, які це з'ясували, вони отримують гроші за бойові виліти. І тому вони просто вилетали, щоб їх не підбили, вони випускали весь боєкомплект, а потім звітували, що вони зробили бойовий виліт. Тому розумієте? Тому вони такі люди. Тому я думаю, що ці крематорії – це для того, щоб написати, що людина зникла безвісті. А що вони готують? Їм щось треба. Тобто вони кремірують своїх же воєнних, своїх же побратимів? Звісно, навіщо? Людина, розумієте, якщо людина зникла безвісті, то це не є бойова втрата. Він просто зник. А там теж за це в них є якесь фінансове покарання. Якщо багато втрат, то я знаю, що знімають командирів. Він приїхав, великий генерал. Я думаю, що сам собі в ногу стрельнув, побачив, що відбувається в Ізюмі Герасимов, і поїхав в Москву лікуватися. Тому я думаю, що це пов'язано, по-перше, з тим, що вони не хочуть виплачувати гроші, по-друге, з тим, що вони хочуть показати якусь красиву картинку. На 9 травня, як вони перемагають, як вони йдуть переможним кроком. Але якщо вони будуть йти переможним кроком, а навколо будуть, пробачте, лежати їхні загиблі, то це якось не додасть впевненості російським глядачам в те, що їхня армія щось там перемагає.
Тому вони роблять, ну, знаєте, я скажу відверто, вони роблять, з їх точки зору, вони роблять доволі розумні речі. Вони хочуть зробити красиву картинку на 9 травня, щоб Путін порадився, щоб розказати своїм глядачам, які живуть в телевізорі, що в них все добре, що вони все йде по плану. Тому це не дивує, що вони роблять. Вони Дякую. з точки зору картинки роблять Та, все так. зрозуміло. Дякую вам дуже, пане Олексію. Чохсаглен, що в наше время підключились к нам в ефір. Слава Україні! Героям слава! Олексій Гетьман був з нами на прямому зв'язку, військовий експерт. А зараз до нашого ефіру приєднується Віктор Ягун, генерал-майор СБУ, заступник голови СБУ України 2014-2015 роках. Пане Вікторе, вітаємо вас. Слава Україні! Пане Вікторе, чуєте? Я чую вас, так. Да, витаю. Вчера начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сообщил, что 9 мая Российская Федерация может объявить мобилизацию. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это реально? Что это будет означать для нас? Дивіться, воно точно нічого не буде для нас значити, тому що все, що вони могли зробити, вони зробили. Всі методи, які можна було використати в цій війні, вони вже використали. Тому ситуація от така, яка вона є. Єдине, що зміниться, це ми тепер будемо розуміти, що справді в нас є війна, тому що для того, щоб оголосити мобілізацію, йому треба визнати, що ніяка це не спецоперація там обмеженими силами Міністерства оборони, а що це повноцінна війна, яку веде вся Росія проти всієї України. І зрозуміло, що ситуація в їхній державі може кардинально змінити званої війни, так і в суспільстві будуть якісь там. Ну, я думаю, що це досить негативно буде сприйнято суспільством, тому що ніхто не готовий злазити с дивана, брать зброю и идти что-то там захищать. Ну а даже если предположить, что Россия объявляет мобилизацию, привлекает людей, а если чем их вооружать, мобилизованных? Дивіться, озброїти в них завжди з чим є. Інша справа, що тих людей треба хоча б підготувати, якось злагодити, кудись з'єднати до якихось підрозділів. І власне, ту зброю треба підготувати, тому що те, що вони знімають зі збереження, з тих складів, вона в такому жахливому стані. Це техніка 60-х, 70-х років, в крайньому випадку 80-х. Все решта вони вже використали. Тобто це все час. Вони час втрачають. Їм треба хоча б місяць, півтора, два. І це будуть точно не мотивовані якісь там дуже боєздатні підрозділи. Все, що можна було боєздатне зібрати, вони 2 роки збирали навколо наших кордонів. Вместе с этим в Херсоне они пытаются сейчас провернуть так называемый референдум, провести так называемый референдум, и мы так понимаем, попытаться инкорпорировать эту территорию в состав Российской Федерации. Вот нет ли у вас аналогий с Крымом? То есть как это будет происходить? Может ли, во-первых, это произойти? Как это будет происходить? Будет это что-то по аналогии Крым-2 или что-то наподобие ХНР? Что это будет? Как вы думаете? Дивіться, вони ХНР ніякої не зможуть зробити, тому що це окрема має бути республіка, за їхнім розумінням, так? І вони мають кадри знаходити в цій республіці. Там настільки явний спротив тому, що відбувається на окупованій території, що все, що вони змогли додуматися, це приєднати цю територію до Криму, створити так звану Таврійську там якусь губернію, грубо кажучи, і таким чином розбавити проукраїнське населення, в тому числі значну кількість кримських татар, які там живуть в Херсонській області, тим населенням, яке є в Криму. Але величезна проблема їхня в тому, що Україна чітко попередила, жодних перемовин після цього прийняття цього рішення більше навіть не можна і заїкатися. Тому а вы думаете, это может остановить Россию и Кремль? То есть для них важны эти переговоры или нет? Сохранение? Важливо було на якомусь етапі, де вони хотіли задекларувати, що от ми
Ми ж не воюємо, ми наводимо порядок, і ми пропонуємо свою повістку, а ви маєте це підписати. Ніхто на це не пішов, і вони мають зараз якось виходити з цієї ситуації. Але ви подивіться, якщо подивитися, про що вони говорили зараз з Макроном, черговий раз Путін сказав, що ми готові з ними сідати за стіл. Тобто це один з тих моментів, на які вони дуже сподіваються. Але ще раз кажу, якщо було дві червоні лінії, це, по-перше, знищення наших військових на Азовсталі, що зараз відбувається, і це повністю приєднання окупованих територій в систему російської держави, там законодавство і так далі. Так далі. Якщо це відбудеться, про які можна говорити перемовини? Про те, щоб ми закріпили цю ситуацію статус-кво, що вони залишаються на тих місцях, де вони є, то не буде ніколи. Ну вот по Херсону, знаете, что у вас хотела еще спросить? С начала широкомасштабного вторжения России в Украину мы видели, как сопротивлялись Сумы практически голыми руками, как сопротивлялся Чернигов и продолжает Харьков сопротивляться, Киевщина, вся Киевская область, Донбасс, Мариуполь уже на протяжении 60 дней мы видим, как героически сопротивляются наши защитники. Вот почему так произошло с Херсоном? Почему российским оккупантам удалось так... Я не зможу вам дати відповідь на це питання, тому що воно лежить на поверхні. Це питання риторичне. Почему? І це треба розслідувати не мені, а державним органам, прокуратурі, ДБР, Службі безпеці. Треба чітко поставити відповіді на ті питання, які всі задають. Але це зараз неможливо зробити, тому що реально територія окупована. Дистанційно ми зараз цього не зробимо. Є від це все грибати, ми можемо тільки зашкодити собі. Давайте не забудемо про це питання і задамо його дуже чітко тоді, коли це справді стане на часі. Зараз я не вірю в те, що ми можемо отримати відповіді. Вони просто ще раз погіршать нашу ситуацію. Ми зараз почнемо шукати відьом, когось там звинувачувати, пересваримося всі. І толку ніякого. Я розумію, що там була зрада. І цю зраду всі розуміють. Але зараз мы це не доведемо. Просто про це не треба забути. Вернемся к этому вопросу после победы в таком случае. Обов'язково. Как вы видите нашу победу? Насколько быстро она может произойти? Вона не буде швидко. Треба просто розуміти, що війна війшла в ту стадію, коли вона нікому не подобається і вона дуже важка і складна. Ми зараз ведемо дуже виснажливі оборонні бої. І якщо ми в цих оборонних боях вистоїмо, а нам справді треба вистояти там день, 2, 10, місяць, якщо ми вимотаємо цього монстра до кінця, контратака буде дуже вдалою і результативною. І навіть на Крим? Ви знаєте, я так само хочу поїхати на могилу до своєї сестри і покласти їй квіти. Я там не був 8 років. Тому про Крим я точно не забуду. Дякую вам дуже, пане Вікторе. Чохсаг у нас. Слава Україні! Віктор Ягун, генерал-майор СБУ, заступник голови СБУ України 2014-2015 роках, був з нами на прямому зв'язку. А поки ми ждемо соєдінення Юрія Рашкіна, депутата окружних зборів округу Рок у штаті Висконсин. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номера телефонов. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно. По Вайберу +3 8067 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Юрій Рашкін, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Салям алейкум. Здравствуйте. Слава Украине! Героям слава! Спасибо большое, что нашли время и подключились к нам в эфир. Как за океаном реагируют на все то, что происходит в Украине уже на протяжении 69 дней? Что там сейчас обсуждают, что говорят? Знаете, тут как бы два настроения. С одной стороны, мы все больше и больше поражаемся тому, насколько храбро сражаются украинские бойцы за Украину.
И с другой стороны, насколько ужасно это делает Россия, и как зверски они это делают, и как плохо они это делают. Потому что на Западе было ощущение, что когда у этого Урфина Джуса будет столько деревянных солдат, что это может армия что-то сделать. А выясняется, что количество не обязательно переходит в качество, особенно когда страна, как, в общем-то, все и подозревали, разъела коррупция. Поэтому вот это, так сказать, одна составляющая. Но вот первое, это как храбро и отважно сражаются украинцы за Украину. То есть можем ли мы сказать, что в Соединенных Штатах Америки, в том числе и военно-политическое руководство США, не ожидало такое сопротивление Украины? Я абсолютно с вами согласен, и я думаю, что базируясь на том, что происходило перед, в общем-то, началом военных действий, перед 24 февраля, были причины предполагать, что ситуация будет развиваться совсем по-другому. И Соединенные Штаты уже видели то, что произошло в Афганистане, и как печально наша помощь, наши лучшие намерения, чем это все закончилось совсем недавно. Поэтому в этом смысле ожидания от Украины были даже несколько занижены. Но после того, как себя храбро повел и президент, и вся страна, и как это отразилось на сопротивлении вместе со зверствами российской армии, мне кажется, что мир просто смотрит на Украину совсем по-другому, чем это происходило 2 месяца назад. И Украина — это страна, которая сейчас просто вдохновляет весь мир. То есть можем ли мы сказать, что вот после, если я не ошибаюсь, 15 декабря, да, Россия озвучила свой ультиматум к Соединенным Штатам Америки и НАТО, вот какое-то время шли, мы видели действительно, как проводилось огромное количество переговоров, там западные лидеры ездили к Путину, общались, Макрон, тот же Шольц и так далее. То есть можем ли мы сказать, что шли определенные торги, но после того, как Россия напала на Украину и Украина уперто начала сопротивляться, то, чего не ожидали западные партнеры, у них не осталось никакого шанса, кроме как вот там помогать до конца, до победы. Ну, если бы Украина не боролась, то помогать было бы некому. Но мне кажется, что все западные политики, вообще политики, которые пытались, которые общались с Владимиром Путиным через этот безумный далекий стол, все не то чтобы торговались, а все пытались достучаться до него, чтобы он понял, как это будет плохо для его страны, для его власти, для его будущего, для его экономики, для его богатства, для его яхт. Все это мы пытались ему прояснить не один, а очень разные люди. Иногда, знаете, там от одного не понял, а другой сказал, услышал. Но все они в ответ только слышали многочасовые лекции от Владимира Путина с его обидами и страданиями. Но это нужно было идти к психотерапевту, а теперь уже поздно. Вместе с этим Россия же продолжает пугать мир, пугать Запад, который помогает Украине применением ядерного оружия. Косвенно, не косвенно они на это намекают. Вот как на возможное применение ядерного оружия реагирует Запад? Вот у меня складывается такое впечатление, что еще до начала широкомасштабного вторжения, когда Россия, помните, стягивала свои войска к границам Украины, шантажируя войной, как-то с ним еще разговаривали, то есть пытались его как-то переубедить, то сейчас, даже когда они намекают на возможное применение ядерного оружия, это уже никого не пугает. Вот у меня такое впечатление сложилось. Возможно, я не права. А как вы думаете? Я с вами согласен. Я думаю, что момент, когда ядерное оружие можно было использовать с максимальной политической эффективностью, прошел уже на самом деле, потому что он уже никого, Владимир Путин ядерным оружием, он может его использовать, это нельзя отрицать. Но это не произведет того эффекта, который он первоначально надеялся, того, было задумано. И с точки зрения Запада, либо мы наблюдаем власть в России, которая не в состоянии ничего сделать, и как они, так сказать, их ужасная армия орков говорит о том, что это неэффективная армия, возможно, и не нужно бояться их ядерного потенциала. А с другой стороны, возможно, что риск того, что они поймут, что они проигрывают в какой-то момент и решат, что нужно нажать на красную кнопку, достаточно велик, что нужно по этому поводу сейчас нужно нейтрализовать Россию. Но в любом случае Запад пришел к коллективному выводу, что нельзя медлить и нужно поставлять оружие в Украину прямо сейчас. И, мне кажется, это самый главный вывод тут.
А как нейтрализовать сейчас на данном этапе Россию? Как это возможно? Как это можно сделать? Ну, знаете, тут Скажем нужно... так, Кремль, скажем так, Путина и его окружение. Тут есть несколько уровней, на которых их можно нейтрализовать, потому что, конечно, в общем-то, мне кажется, весь мир понимает, что если бы у власти в России стоял не Владимир Путин, то шансы того, что это кровопролитие закончилось бы, потому что это должно закончиться из Кремля. Они должны решить там, что достаточно. Это может закончиться в любой момент, когда они это решат. Уже начинают поступать интересные новости в разных новостных органах о том, что Путин, возможно, будет проходить операцию, что у власти окажется, возможно, Патрушев. Вот этот весь кремлинологовский разговор опять становится интересным, но ситуация в России такова, что им нужен другой лидер. Потому что с Путиным договариваться никто не собирается. Путин недоговоренноспособный. А кто окажется и куда они поведут страну, эту Россию, после того, как они окажутся у власти, вот это еще намного более интересный вопрос. А то, что Владимир Путин будет всех пугать, и эту угрозу нужно решать, вот это мы, кажется, поняли наконец. А кто может заменить Путина? Есть такой сейчас? Его Ну, я видно думаю, где-то что- в периферии? Ну, С вы кем знаете, можно как вести всегда. переговоры? Да его уже арестовали, его уже посадили. В России не так ведется избирательная кампания. Ага. Ну, с другой стороны, там 140 миллионов людей, которые могли бы, наверное, выполнить эту функцию не хуже Владимира Путина. Поэтому, так сказать, и кандидатов достаточно, и желающих открыто об этом заявить тоже нет. А поэтому, с другой стороны, в России все, как бы, так сказать, с одной стороны и негодяи, а с другой стороны наказание не соответствует преступлению. Поэтому сейчас, если у него эта медицинская процедура, то посмотрим. Там же вроде как бы коллективный Путин, правильно? Поэтому, значит, если не он, так значит следующий подхватит эту шапку Мономаха, взберется на этот невероятный трон и начнет оттуда громить весь мир. Если они так себя поведут, то тогда западные экономические санкции и являются, возможно, главным ответом на, так сказать, в зависимости от ядерного удара, но желание тут, в принципе, задушить кремлевский режим, чтобы эта угроза перестала существовать, вместо того, чтобы уничтожать планету ударом на удар. Пане Юрию, как вы думаете, в геополитическом плане победа Украины и поражение России, я просто другие варианты не рассматриваю, что будет означать, в том числе и для Соединенных Штатов Америки? Говорят ли об этом там? Вы знаете, это будет означать, что мы можем играть позитивную роль в мировом строе. Это означает, что мы, как Соединенные Штаты, можем быть полезным участником и лидером свободного мира против авторитаризма, и мы можем решать проблемы людей как демократии больше и лучше, чем это могут делать автократы и диктаторы. Мы, люди, можем победить диктаторов. И я думаю, что это должно, во-первых, послать еще пример и посыл людям в России, что свободная демократическая Украина – это бесперерывное наступание на мозоль России, которая, видимо, никак не в состоянии выйти на эти демократические рельсы, может быть, никогда и не выйдет. Но Украина не должна, у Украины свой путь. И это видит, и Украина теперь будет страна, в которую все будут вкладывать, в которую люди захотят ехать, чтобы помочь. Это самая классная передовая страна сейчас в мире. И спасибо вам за возможность мне выступить в вашем эфире. Спасибо вам большое, что нашли время и выступили в нашем эфире. Юрій Рашкін был с нами на прямой связи. Слава Україні! Героям Депутаты слава. окружных сборов округу Рок в штате Висконсин. Я с вами не прощаюсь, мы переходим на информационную программу «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых последних и актуальных новостях, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Куршкинч.